А я вышла и думаю, что-то шум какой-то непонятный. Машины ездят туда-сюда. Сигналы, час ночи, ну, второй час ночи, что разъездились? Ну, послушала, посмотрела. Ночь была тихая, теплая. Ну, вообще, как украинская ночь. Она тиха, как у Гоголя. Тиха украинская ночь. Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, третий, четвертом. А там люди есть? Да. Поднимай на состав. Поднимай. Начальников поднял. Так, всех офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Mnu naum han doktorog Alexander Bugar gagus giga sa flachtige an na Pripyat. Han hospital gajori. И я себе спокойненько, не спешу, иду потихонечку по аллеечке по направлению к медико-санитарной части, там 1,5 всего-навсего идти. И вот я единственное, что заметил, что небо черного цвета, а там, где медико-санитарная часть, там почему-то вот такое малиновое зарево. И птицы перестали петь. Ни с того, ни с сего. In tlieb ha Alexander Bugar dol shachater offician utrisen pale Pripyat. Обращаю внимание на то, что городская управа, горисполком, светится 4-й этаж. Это этаж отдел КГБ. То есть городская управа не светится нигде, а вот КГБ уже светится, окна КГБ. Ну, думаю, ребята что-то работают. Интересно. Почему? Jan hospital the ring han cannert a Thorsten doktorog a tu. Сидит дежурный хирург и говорит: ну что, ты знаешь? Я говорю: нет, не знаю. Ничего не знаешь? Я говорю: нет, ничего не знаю. Ну, тогда посмотри в окошко. А окна выходили на 4-й блок. Ну, естественно, просто малиновое зарево стоит. И блока как такового нет. Ну, тогда пришло уже ощущение страха, что это уже конец, если блок разрушен. Такое было. Вот это было 26 апреля, может быть, 1:45 по времени ночи. Ну, сразу же пронеслись мысли: мне 25. За что? Я только начал. И так все прекрасно. И была только одна мысль: я хочу позвонить родителям, сказать, что я жив. К сожалению, эта мысль не осуществилась.